Свежая говядина, баранина, а также мясо кроликов, индейки и курицы на прилавках очередной ярмарки на ГУМе. Но эта ярмарка необычная. Все эти предприниматели еще 2 года назад не умели ни выращивать животных, ни торговать. Но благодаря проекту организации World Vision получили возможность начать фермерскую предпринимательскую деятельность. Для того, чтобы помочь семьям обеспечить более небольшой, но стабильный доход, мы включили эти семьи в программу выхода из бедности. В рамках этой программы социальные работники сел помогли социальным сопровождением этих семей, то есть поддержали их в течение всего периода проекта. Самое главное – это то, что вместе с семьями и соцработниками мы определили тот вид деятельности, которым хотела бы заниматься семья, и предоставили им животноводческую помощь. То есть это коровы, свиньи, куры, индюшки, овцы. Многодетные матери, погорельцы, жители сельской местности, где выжить своим собственным трудом без какой бы то ни было поддержки практически невозможно, получили помощь и знания, которые послужили импульсом для развития собственного дела. Я сама мать 3 детей, мать-одиночка. Я сама их воспитывала. У меня старшая дочка, она инвалид, с детства у нее эпилепсия. Когда ко мне пришли с помощью World Vision, я, честно говоря, обрадовалась, так как мне очень было трудно самой одной поднимать их на ноги. Они предоставили мне такую возможность, привезли коровы мне, куры. У меня тоже так же свиньи, все такое. Честно говоря, я и на ноги, могу сказать, встала. Мои дети каждое утро встают, у них есть на столе свежий сыр, молоко, мацони. А что больше детям надо? Такое счастье для них. 105 наиболее уязвимых семей с несовершеннолетними детьми вошли в программу выхода из крайней бедности. В рамках проекта семьям, в зависимости от имеющихся навыков и потенциала, выделили поголовье тех или иных видов животных. Практически все получили коров. Кто-то поросят, кто-то занялся разведением кроликов или овец. Дышать и жить стало легче. Я благодарю эту организацию за их помощь. Они помогли мне с животноводством. Кролы, свиньи, коровы, куры, сеткой для забора, потому что я не могла делать огород. У меня был забор в ужасном состоянии. Шифером, профнастилом помогли. Мы теперь можем сделать навес, чтобы мой муж работал и не под дождем, а как бы под крышей. Семьям не просто выделяли животных. Согласно выбранному направлению, вместе с членами семей специалисты разрабатывали бизнес-план, а ветеринар обучал правильному обращению с животными, уходу за ними, диагностике и своевременному лечению. Ведь от здоровья поголовья напрямую зависит качество и количество животноводческой продукции, а значит и предпринимательский успех семьи. У меня на сегодняшний день 2 коровы, 2 теленка, индюков 15, уток 20, курочек по 30, свинка поросилась недавно, 8 поросяток привела. Так у меня 2 свинки, еще 1 на опоросе. Продав вот это, я могу купить продукты детям домой, денежка будет на какие-то расходы свои для дома. Сами понимаете, деревня, дом, много чего надо. Кроме того, семьи обучали основам правильного питания и гигиены детей, а также финансовой грамотности. Их обучали таким вещам, как необходимость сбережений и рациональное расходование накопленных средств, так как цели и задачи проекта – оказание поддержки сельским малообеспеченным и уязвимым семьям для обеспечения устойчивого благосостояния сельского населения. Практически у всех участников проекта за год или 2 участия в нем в разы повысилось качество жизни. Они были обучены самой основной финансовой грамотности, расчетам доходов и расходов, то есть как правильно спланировать свои денежные средства. Вот. То есть они получили разнообразные, для них новые многие социальные навыки. И благодаря этому сегодня в первый раз они смогли выехать из своих домов, принести эту продукцию, продать ее на ярмарке. То есть для них это, для кого-то это небольшой шаг, но для них это очень большой и важный шаг, и первый шаг в их жизни. То есть они теперь уже малые предприниматели. Ярмарка на ГУМе проходила с утра и до обеда. Но буквально за первый час покупатели забрали больше половины фермерской продукции. Это красноречиво говорит о том, что свежее мясо, овощи и другие органические товары пользуются спросом, и проект по развитию фермерских хозяйств необходим самому широкому кругу жителей Абхазии. Марианна Котова, Абаза ТВ.